Рахмат, Акылбек Усенбекович, чоң рахмат президентке, Кабминге, айлықтар действительно көтеріліп атат. Бірақ ошол эле кезде мына мага почтальондор каралып атышат да. 5-6 миң эле сом алардык айлык. Потому что почта находится на самофинансировании. Вот как этот вопрос можно решить? На сегодня акционерное общество Кыргызпочтасы, Телеком, Мегаком мы решили восстановить и Евразийский банк. Они объединяются в один холдинг, и перед ними поставлена задача в первую очередь по поднятию заработной платы. Мы на стадии начала реформ, надеюсь, что в следующем году у них будет увеличена заработная плата. Кудайберген Базарбаевич, сегодня день социального работника. Я поздравляю вас с профессиональным праздником, а всем соцработникам хочу пожелать крепкого здоровья. Какая у них зарплата, у соцработников? Соцработники до повышения получали в среднем 8 тысяч сом. После повышения заработной платы они сегодня получают 19 тысяч сом. 19 тысяч? Да. Ко мне учителя обращаются, говорят, да, зарплату повысили. Ну как, убрали все надбавки, потом зарплату увеличили. И разница получилась небольшая. Даже убрали КТУ, коэффициент трудового участия, убрали коэффициент инклюзивности. Теперь в обычных школах инклюзивное образование будет, не будет идти, я теперь не знаю. Дастан Далабаевич, мы оставили базовую ставку 21 400 сом. Это любой молодой человек, который пришел работать в школу, получает вот такую ставку. Плюс мы оставили стимулирующую часть и вторую категориальную часть. Люди могут сдать на аттестацию, тоже увеличить заработную плату. Кроме этого, я говорю, есть уменьшение зарплат у кого? У которых брали 1,5-2 ставки. Сейчас у нас 1 ставка. У нас идет борьба за место физрука в школе. Вы не поверите, у меня сейчас очень большие с этим проблемы. Устроить трудовиком и физруком. Многие, которые в Дордое работали, говорят, в Бишкеке хотят устроиться. Вот по контрольно-кассовым машинам мы тоже очень много работаем, они тоже хотят устроить. Поэтому те, кто работал на 1,5-2 ставки, они, конечно же, почувствовали уменьшение начисленных заработных плат, которые им начислялись в мае, в июне, в июле, в августе. Но с сентября вот 2 части у нас остались. Категориальные, это по высокогорью, все получают надбавки, и стимулирующие части остались. Кроме того, по техническим дисциплинам, физика, математика, биология, химия, увеличена на 30% их оклады. То есть, я думаю, мы достаточно продуманные реформы провели, но я думаю, министр образования тоже мог бы вам более подробно объяснить. Ну вот смотрите, коэффициент инклюзивности убрали. Раньше, оказывается, платили. Сейчас только в специальных школах это платят. Дастан Далабаевич, здесь хотелось бы отметить, что помимо того, что базовую зарплату устанавливают, здесь еще оплачивается классное руководство. Доплата в размере 1400 сомов в месяц идет. Помимо этого у нас идет 2700 сомов за проверку и 1800 сомов педагогическим работникам, расположенных в сельской местности, независимо от объема недельной нагрузки. То есть это ощутимая прибавка к заработной плате. К тому же, как Акылбек Усенбекович отметил, раньше работали на 2 ставки, на 2,5 ставки, плюс двойное, тройное классное руководство. Дағы бір жол, инклюзиялық коэффициентті алып салдыңдар. Давайте мы разберемся. Жағын қараймыз. Дастан Далабаевич, мы вместе с вами разберемся. Вот есть у нас специализированные школы. Могли бы помочь с выпуском шрифтом Брайля учебников? Раньше выпускали ежегодно, а нам нужен для урока английского языка не хватает вообще учебников. Там даже не было ни разу таких учебников. Мы готовы заказать у себя, если у нас это не делают, то за рубежом. Необходимый объем министр образования внесет ко мне на следующей неделе. Рахмат огромный. Вопрос по трудоустройству лиц с инвалидностью. У нас есть законы. Давайте хотя бы в каждый госорган, каждое госпредприятие, хотя бы по одному человеку с инвалидностью наймем. И надо обязать все-таки частников тоже хотя бы по одному нанимать. Я понимаю, очень большая квота там записана. Я вас поддерживаю, Дастан Далабаевич. Давайте мы пример покажем. Хотя бы 1% в любом предприятии он должен быть занят с людьми,
которые не могут на равных конкурировать с другими гражданами нашего общества. Я готов к этому. Тем более мы сейчас подняли заработную плату из-за этого. А так раньше 5 тысяч, 6 тысяч получали, из-за этого драться тоже как бы не имело смысла. Но сегодня мы возьмем вашу заметку на вооружение. Рахмат, у нас еще есть учебно-производственные предприятия, инвалиды там работают. Могли бы помочь и с реконструкцией, модернизацией? Там 11 предприятий есть. Мы готовы на следующий год перевооружить все для незрячих, для слабослышащих, все их производственные мощности. Я соответствующее задание инженерам завода Дастан давал, надо довести это до конца просто. В Октябрьском районе не хватает тут поликлиник, школ. Хорошо, что школы начали строить. Еще будут строиться в Бишкеке? И вот сразу вопрос. Поликлиника в жилмассиве Кокджар. Туда 112 миллионов сомов, оказывается, нужно. А поликлиники совсем не хватает. Вы знаете, местный бюджет города Бишкек и города Ош, он отделен от республиканского бюджета. Но мы каждый год будем помогать двум столицам, чтобы они могли самые трудные проблемы решать с помощью республиканского бюджета. Мы, когда построили 15 школ, все школы европейского уровня, мы поняли, что мы можем на следующий год помочь и по детским садам, и по больницам. Вообще в планах у правительства на следующий год 20 больниц в 20 городах построить. В Бишкеке мощный транспортный коллапс происходит. Вот с этим может ли правительство помочь мэрии? 10 секунд. Мы готовы рассмотреть... эти Маршруток не предложения. хватает, общественного транспорта не хватает. Вообще мэрия и со свалкой бишкекской не может разобраться. Им помощь нужна. Алсыздық болот атта мэрия да, чындығында че? Асан Далабаевич, я лично договорился с Белоруссией, премьер-министром, на 1000 автобусов. И с премьер-министром Казахстана тоже на 1000 автобусов. Для удовлетворения потребностей Бишкека нужно 1700 автобусов. Но, к сожалению, пока мы не нашли той финансовой модели, которая может удовлетворить обе стороны. Сегодня договорились, что в белорусских рублях и в казахстанских тенге они готовы это сделать. Из-за отсутствия большой страховой компании с кыргызской стороны мы пока этот вопрос не решили. Но они готовы этот вопрос решить и в следующем году поставить 2000 автобусов. По свалке сегодня выехал мэр города в Чехию. Постараемся в следующем году и свалку, и транспортную проблему решить в городе Бишкеке.